У вас есть вопросы, обращающаяся сторона? Да. Микрофон можно сидя, чтобы вам удобнее было. Скажите, пожалуйста, вот это постановление было посвящено введению в рабочую силу использования административно-процессуального кодекса и закона об административных процедурах. Скажите, пожалуйста, почему там формулировка настолько обширная, что всем судам невозможно и не подсудно решение комиссии? То, что это постановление пленума было издано именно для введения в действие сказанными вами кодексов, у меня нету такой информации. Единственное, я могу точно сказать, что здесь идет только констатация действующих постановлений тогда правительства, сейчас Кабинета министров. Есть еще вопросы? Нет, уважаемый. Микрофон, пожалуйста. У нас ведется. Нет, уважаемый, больше вопросов не имеется. Угу. Да, спасибо. У вас есть вопрос? Да, извините, разрешите. Да. У меня есть такой вопрос. Вот вы говорите, что это постановление, а именно пункт 14 был, как является трактовкой нормативных актов. Но если постановление пленума не является нормативно-правовым актом, тогда по какой причине все суды, которые мы прошли, применяли именно это постановление пленума ответом на то, что решение управления земельных ресурсов, комиссии управления земельных ресурсов является неподсудным. Они же это же применяли же в практике, получается. И если вот здесь, вот как вы говорите, что это не является нормативно-правовым актом, тогда как судьи, прошедших нами инстанций, просто брали и применяли это постановление пленума, как получается, они сами нарушили же Конституцию Кыргызской Республики, правильно же? Почему так происходило, я не могу знать, но я так могу предположить, что учитывая нормы этих постановлений, решение уполномоченного органа выносится на основании решения комиссии. Сама комиссия, я так поняла, изучая нормы этих постановлений, она процедурно готовит документы для заседания самой комиссии и выносит решение. А уже уполномоченный орган выносит свое решение, оно является основанием для вынесения их решения. Но это все происходит на основании представленных документов. Честно говоря, я сейчас не понял ваше объяснение, но здесь у нас есть вошедшее в законную силу решение суда, которое мы предоставляли. Они, получается, вошедшее в законную силу решение суда, насколько я знаю, решение суда – это есть документ, который подлежит обязательному исполнению всех граждан, физических, юридических, всех граждан Кыргызской Республики. А они, получается, в нарушение этого законодательства и вошедшего в законную силу постановления суда, они принимают решение об отказе, основываясь на пленуме Верховного суда, именно вот этого пункта 14. Через 4 года после того, как мы уже неоднократно обращались, они берут и пользуются тем, что пленум принял решение, что решение комиссии не подсудно никому. У нас государство правовое, у нас подсудно все. Ну, я так думаю, что нарушил закон, будь добр отвечать. А они нарушают закон, и получается, они неприкосновенны, потому что у них есть постановление пленума. У меня все. Ваша позиция. В постановлении пленума Верховного суда, я так предполагаю, что и в постановлениях правительства и Кабинета министров говорится о том, что решение комиссии не подлежит обжалованию, потому что решение комиссии и решение уполномоченного органа – это идентичный такой документ, поэтому, чтобы
не было повторений, я так думаю, да, поэтому ввели такую норму, что решение комиссии не подлежит, а решение уполномоченного органа подлежит обжалованию. Спасибо большое, я вас услышал. Куда девать тогда постановление суда, вошедшее в законную силу? Но это уже не ко мне вопрос, я так думаю. Да, пожалуйста. Можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, как вы сказали, вы изучали структуру комиссии. Давайте таким Да, образом понял. сделаем. Я просто по существу ваших вопросов предполагаю, наверное, вы должны эти вопросы направить представителю ответчика на самом деле, да? Потому что в данном случае, как представитель, в том числе Кабинета министров, разъясняет основы типового положения, почему они были приняты и что это означало. И она высказала свою позицию по этому вопросу. Вы согласны со мной? Да, Я не уважаемый отменяю суд. ваши вопросы, я Да. просто вам объясняю, что… Я же смогу Давайте задать предметно, этот вопрос, да, Еще чтобы у нас представителю. заседание шло предметно. Еще есть вопросы касательно Кабинета министров и администрации президента? У меня нет, уважаемый суд. Нет? Есть, уважаемый судья, у вас вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста.